кухне все было по-простому. В общем, она выглядела приблизительно так, как на этой фотографии. На стенах висели посудные полки, мы их тоже украшали салфетками, вырезанными из бумаги. Обязательно кухонный стол, шкафчик, деревянный обеденный стол, табуретки, маленькие скамеечки, газплита. В конце 60-х годов она у нас уже была, и печь для отопления. А в то время в совхозе, где мы жили, парового центрального отопления не было. И печь у нас была обита жестью. Мы ее красили или серебряной краской, или черной, и растапливали печь дровами, а затем засыпали черный уголь. Угля в Казахстане было очень много, так как в Карагандинской области большие залежи угля, и там было много угольных шахт. А это кирогаз. Примусы и кирогазы были до газовых плит. Сгорал не газ, а керосин. От них был запах и гарь. Я помню эти старинные приборы, так как в моем раннем детстве мы ими пользовались. Зажигали мы его спичками. Вот коробки на спичках. Тогда люди коллекционировали спичечные коробки, потому что все вот достижения страны, они отмечались на этих коробочках. Сейчас тоже вот у нас в стране бывают какие-то серии спичек, но это совсем не то и не идет ни в какое сравнение. А печку можно было обжечься. Она нагревалась очень сильно. Я любила зимними вечерами сидеть на такой маленькой скамеечке возле печи и греться, читать книжку или слушать радио. Вот оно на кухне у нас висело, такое маленькое радио, и я слушала сказки для малышей. А перед Новым годом для детей всегда читали новогодние истории и постановки. Я слушала, а потом пересказывала их взрослым, в основном бабушке. У нее времени было больше. Такое радио заменяло нам все то, что есть сейчас. Мобильные телефоны, компьютеры, планшеты. В доме была и другая печь, без плиты. Она служила для обогрева дома. После того, как в печи все прогорит, сверху закрывали вьюшку. Это такая заслонка в щели печи, чтобы не выходило тепло. Если вьюшку закрыть рано, пока угольки еще не догорели, то образовывался угарный газ, который не мог выйти в трубу наружу, так как заслонкой, вьюшкой, выход был закрыт, и газ шел в дом. Этот угарный газ смертелен для животных и человека. Однажды, то ли ночью, то ли рано утром, меня разбудил отец. Оказывается, мы все угорели, вся семья. Возможно, отец ночью проснулся и почувствовал что-то неладное. Он открыл широко окна и двери и стал нас выносить на улицу. Опять же, Бог спас. Когда у нас уже была газовая плита, то газ-баллоны размещали прямо в кухне, рядом с плитой. Однажды дома была я и бабушка. К нам заехал знакомый. Возможно, он был газовщик и привез новый баллон с газом. И я, и бабушка были на кухне. Вдруг над газовой плитой случился пожар. Этот мужчина быстро отсоединил газовый баллон, схватил его двумя руками и побежал на улицу. Там он его отбросил от себя подальше. Потом он вернулся в дом, руки у него тряслись, и он попросил воды запить таблетку. Возможно, это было сердечное средство. Так я на практике впервые познакомилась с основами безопасности пользования газовой плитой. Через какое-то время баллоны стали размещать снаружи дома. Но прошло довольно-таки много времени до этих перемен. Баллон продолжали ставить в кухне, просто удлинили газовый шланг и размещали его в противоположном углу от газплиты. А затем появились газовые плиты, у которых газ-баллон вставлялся прямо внутрь плиты. Довольно-таки много лет мы пользовались такой плитой. Часто отец сам менял газбаллоны. Газовики привезут полный баллон, а пустой заберут. Отец подсоединит такой баллон и потом послюнявит в районе соединения баллона со шлангом, идущим в плите, и слушает, шипит или нет. Это он так проверял, пропускает баллон газ или нет. Посуда в нашем доме была самая обыкновенная. Такая же, как и у других миллионов советских граждан. В основном алюминиевая, эмалированная.
Она размещалась на посудных полках, которые висели на стене. Еще в кухне стоял фанерный шкаф. Там держали разные продукты. Холодильник появился уже позже, в 70-е годы. В таком эмалированном или алюминиевом бидончике мы приносили с магазина жидкие продукты. Молоко, подсолнечное масло, квас. Это чуть позже в деревнях стали продавать жидкие продукты в упаковке. Иногда продукты покупали на разлив в больших количествах. Частенько дома на кухне у нас стояла большая фляга с маслом или чем-то другим. Я очень любила кушать из деревянной посуды, деревянной ложкой. Посуда была расписана под русскую живопись, хохлому. От долгого употребления краска соскабливалась, а иногда при ударе такая посуда трескалась и могла и вовсе расколоться. Деревянных ложек в доме в те годы всегда у нас было много. Помимо алюминиевой посуды была и эмалированная. Особенно мне нравились кружки с рисунком. А вот чай мы пили из стаканов. Стаканы ставили в подстаканники металлические, с советской символикой, и обычные. Подстаканник нужен был, чтобы держать горячий стакан и не обжигаться. Мне нравилось пить чай, когда мы ехали в поезде, потому что часто из Казахстана в отпуск родители ездили в Белоруссию. Иногда с ними ездила и я. Сахар тогда в основном был кусковой, и в каждом доме были щипчики для сахара. Еще чай пили с блюдечка в прикуску. Чай пить всей семьей мы очень любили. Правда, чаще всего мы его пили из пиал, или, как еще мы их называли, кисушки или кисеек. Это казахские национальные кружки для чая, только без ручек. Поскольку в теплое время года казахи пили чай на улице, то я видела, как они перед употреблением пищи делали омовение рук. Воду на руки лили из продолговатого сосуда, который называется кумган. Внизу стояла чаша. Затем, вытерев руки, человек подносил сложенные в ладошках руки к лицу и молился. Казахи молились несколько раз на дню, прилюдно, не стесняясь никого. Мужчины становились на колени, на коврик и, согнувшись в спине, припадали головой к земле. Молящихся женщин я не видела. Видимо, они молились у себя дома, втайне от посторонних глаз. Их вера называется мусульманство, а наше – христианство. Помню одного пожилого казаха, у него не было одной ноги, он ходил на костылях, а работал сторожем самолета, который проводил химпрополку. И вот каждый раз, через какие-то определенное время, он отстегивал от ноги свой протез, становился лицом на восток, стелил коврик и молился. Он никого не стеснялся, ни детей, там были взрослые. Его вера мне навсегда запомнилась, и я удивляюсь, почему мы, христиане, так открыто не молимся, многие стесняются своей веры и говорят: моя вера в душе. А этот человек свидетельствовал всем о своей вере, и это стоит уважения. Были у нас в то время и фаянсовые тарелки. Они часто бились, были простыми в украшении, и на них стоял штамп завода, который их изготовил. В доме всегда была питьевая вода, которая была налита в стеклянный графин. Но мы больше любили пить свежее коровье молоко. Оно было у нас всегда в избытке, так как мы держали свою корову.